В результате завоеваний Чингисхана и его преемников во второй половине XIII века образовалась Монгольская империя, самая обширная из когда-либо существовавших империй в мире. Однако уже через 100 лет власть чингизидов была низвергнута в Китае, Иране и Средней Азии. Дольше всех продержался Улус Джучи, получивший в русских источниках название Золотой Орды. К середине 15 века и она распалась на несколько ханств, одно из которых получило название Сибирского. Чем примечательна его история? Какое отношение она имеет к истории Башкирии? И что связывает Сибирское ханство и Башкирию? В работах по истории Башкортостана, издававшихся в советское время, при описании событий 15-16 веков утверждалось, что башкиры, разделенные на части 4 постордынскими образованиями, Казанским, Сибирским и Астраханским ханствами, а также Ногайской Ордой, изнывали под игом монгольских завоевателей. Поэтому известие о падении Казани в 1552 году, а также взятии Сибири, было воспринято ими с радостью. Следствием этого стало добровольное присоединение Башкирии к Московскому царству. С высоты сегодняшнего дня можно уверенно сказать, что подобная схема является не просто упрощенной, но и искаженной из идеологических соображений. Историческая действительность была намного сложнее. В средние века под Сибирью понималась конкретная историческая область, расположенная в междуречье Иртыша и Тобола, с прилегающими к нему территориями. Причем Башкирия описывалась как пограничная с ней страна. Арабский историк-энциклопедист XIV века Шахиб ад-Дин ал-Умари, перечисляя регионы Золотой Орды, сообщал: страны Сибирь и Чулман примыкают к стране башкурт. На картах Каталонского атласа 1375 года показан маршрут, по которому поставлялась пушнина в Европу. Вдоль этого торгового пути обозначено несколько городов, в том числе Сибур, то есть Сибирь, а также Пашкерти, то есть Башкорт. То есть я хочу сказать, что здесь изображен торговый путь. Это определенно. Вот город Сибирь, да, под этим золотоордынским флагом, торговля мехами. И вот эти вот города, они, собственно, и попали на карту. Были ли другие функции у этих городов? У тех 4 городов, которые на этой линии вместе с Башкортом? Карта не отвечает на эти вопросы. Карта интересуется функционалом. Она может сказать, что город включен в очень серьезные процессы. С Башкиртом все надежно. О существовании тесных связей между Башкирией и Сибирью сообщал в начале XIV века католический миссионер Иоганн Венгр. Когда мы были в Баскардии, пришел некий посол из страны Сибур, которая окружена Северным морем. Иоганн также сообщил, что сибирский посол принес с собой послание от тамошнего монгольского судьи к монгольскому же судье Баскардии. Очевидно, в лице упомянутых монгольских судей, находившихся в Башкирии и Сибири, следует видеть ханских баскаков, занимавшихся сбором дани и пресекавших местный сепаратизм. Аналогичные полномочные представители центральной власти находились в русских княжествах, а это значит, что положение Руси, Башкирии, Сибири было схожим, то есть они были вассальными владениями. Там правили местные династии, контролируемые правительством Золотой Орды. Упомянутый монах Иоганн Венгр писал в 1320 году: «Государю же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением». Другой францисканский миссионер-брат Генрих Немецкий также упоминает правителя всей Баскардии и даже называет его имя Эстокис. По результатам завоеваний монгольских некоторые территории получили своего рода автономию. Что это означало? Это значит, что эти территории не включались непосредственно в улусную систему, то есть там не было потомка Чингисхана, который бы концентрировал на себя всю основную исполнительную власть. Таких областей, я повторяю, было несколько.
В первую очередь, это, конечно, русские земли, где русские князья из династии Рюриковичей сохранили свою власть, но должны были каждый раз утверждать ее у ханов. Аналогичная картина сложилась и в Башкирии, здесь тоже не было чингизидов. Согласно русским летописям и другим источникам, в Сибири правила местная династия тайбугидов. Тайбугиды или тайбугины – княжеская династия, происхождение которой одни исследователи связывают с племенем Киреид, другие – Салжуид, по-башкирски – Сальют, третьи – Буркут. После образования Монгольской империи Сибирское и Башкирское княжества вошли в состав удельного владения хана Шибана, ограниченного на юге Сырдарьей, а на севере – Южным Уралом и Западной Сибирью. Шибан – младший брат хана Батыя, внук Чингисхана. Удельное шибанидское ханство подчинялось центральному ордынскому правительству в городе Сарай-Бату. В XIII-XIV веках шибанидов мало интересовали их северные владения, так как кочевников-шибанцев, составлявших этот улус, не привлекали таежные просторы Западной Сибири и горы Южного Урала. Поэтому здесь сохранялись автономные княжества во главе с местными династиями. Шибаниды ограничивались сбором дани в виде пушнины и меда с иштяков, как именовались башкиры и население Западной Сибири со стороны кочевников улуса Джучи. Ситуация резко изменилась в первой половине XV века, когда начался мучительный процесс распада Золотой Орды. В степях Дэшт и Кыпчака развернулась ожесточенная междоусобная борьба. Поэтому один из шибанидов по имени Хаджи Мухаммед счел за благо удалиться на север и утвердиться в городе Тюмени. Хаджи Мухаммад, правитель Тюменского ханства в 1420-1427 годах, потомок хана Шибана в 7-м поколении. Его ставка находилась в городе Чимга-Тура, она же Шахр-и-Тура, она же Тюмень. Хаджи Мухаммед отстранил от власти династии правителей Сибири и Башкирии и стал править самовластно. Историк XVI века Утемиш Хаджи писал: Хаджи Мухаммед хан овладел областями Башкурт, Алатырь, Мокша, а также захватил знаменитый названием город Шахр-и-Тура и был великим падишахом. Именно поэтому башкиры именовали шибанидов тураханами, а сибирских тюрков – туралы, то есть житель Туры. В одном из башкирских шежере говорится: «На реке Белой гора Туратау есть. Это место ставки Тура-хана. Он был самовластным ханом башкирского народа». Предание, записанное историком и краеведом XIX века Игнатьевым, также весьма интересно. Турахан был потомок Чингисхана, владения его находились где-то в Сибири. Со всей своей ордой, в числе 80 тысяч кибиток, откочевал к нынешнему городу Уфе. Факт переселения одного из шибанидов в Башкирию имеет наглядное подтверждение. В Чишминском районе Башкортостана находится архитектурный памятник, именуемый Мавзолеем Турахана, в котором, по мнению историка Ахмед Заки Валиди, был погребен хан Махмуд Хаджа, сын Хаджи Мухаммеда. Подножье горы Таратау, где находилась летняя ставка тураханов, у башкир считалось особо почитаемым местом. Оно было местом проведения народных собраний и коронаций башкирских ханов из рода Кучумовичей. Несмотря на то, что шибаниды низложили автохтонную княжескую династию Башкирии, представители которой фигурируют в латинских источниках под титулом «Доминус Тотиус Баскардия», то есть правители всей Баскардии, со временем тураханы в глазах башкир приобрели реноме абсолютно законных, или, как говорили тогда, природных государей. Однако в Сибири или вилаете Тура дело обстояло несколько иначе. Во второй половине XV века в Сибирском ханстве началась междоусобная борьба между шибанидами. В конечном итоге победил Ибак или Ибрагим хан. Ибрагим, Ибак
Сибирский хан в 1468-1495 годах в союзе с ногайскими князьями Мусой и Емгурчи участвовал в нападении и убийстве хана Большой Орды, Сарайского ханства Ахмада, после его стояния на Угре. Ибак-хан был крайне непопулярен у своих подданных. Согласно данным башкирских шежере, он отдал приказ истребить всех башкирских беев. Тому причиной было то, что те поддержали его политического соперника Мухаммеда Шейбани-хана. Результатом этой репрессивной политики стал переход Башкирии под протекторат Ногайской Орды. В самой Сибири против Ибака был составлен заговор, в результате которого тот был свергнут и убит. К власти вернулась прежняя княжеская династия Тойбугидов, которая перенесла центр своего владения из Тюмени в Искер, располагавшийся недалеко от современного Тобольска. В Сибири возникла очень интересная коллизия, которая, я повторяю, не наблюдается в других территориях, когда фактически конкурируют две формы политического объединения. Либо это не чингизидская автономия по типу русских земель и Башкирии, либо это классическое сибирское ханство, такое же, как существовало, например, впоследствии в Крыму, в Казани и так далее. Сибирская династия Тойбугидов поддерживалась активно несколькими крупными родоплеменными объединениями. В Сибири, писал Заки Валиди, таким объединением были клан Сальютов или Салжаутов, который, как известно, представляет собой один из самых интересных родовых структур башкирского этноса. Прошло более полувека. За это время Московское княжество превратилось в могучее Московское царство. В 1552 году войска Ивана IV взяли Казань. Через 3 года, в 1555, в Москву прибыл посол Тойбугида Едигера и объявил о желании сибирского князя принять русское подданство. А еще через 2 года, в 1557 году, присягу верности союзу с Иваном IV дал ногайский Улубей, то есть великий князь Исмаил. На протяжении многих столетий в Северной Евразии господствовала политическая доктрина чингизизма. В ранний период истории Монгольской империи она была даже почти религиозной доктриной. Согласно ей, земным правителем мог быть только сын неба, Чингисхан, и его потомки – представители так называемого «золотого рода». Поэтому Рюриковичи, Тойбугиды, Едигеевичи, правившие в бывших уделах Золотой Орды, в Москве, Сибири и Ногайской Орде, с точки зрения чингизизма считались узурпаторами. Ослабленные голодом и междоусобицами правители Ногайской Орды, а также сибирские тойбугиды и в меньшей степени московские князья находились под угрозой чингизидской реконкисты. Как это произошло в Средней Азии, где шибаниды свергли потомков Тамерлана и восстановили власть Золотого Рода. Поэтому установление между этими тремя типологически схожими политическими субъектами союзнических отношений было закономерно. Башкирия, а вернее башкирское наместничество Ногайской Орды, после присяги Улубея Исмаила автоматически перешло под протекторат Московии. В этой ситуации главы многих башкирских кланов решили самостоятельно устанавливать отношения с русским царем, минуя ногайского великого князя. Кстати говоря, у нас в историографии почему-то позиция башкир всегда рассматривается в качестве страдательной, скорее. То есть, если мы откроем любой учебник, говорится, что до присоединения к Москве башкиры были подчинены, покорены 3 разными государствами. Платили ясак и так далее, и так далее. То есть, на позиции какой-то жертвы. Но на самом деле, если мы посмотрим на позицию положения башкир в Казанском ханстве, в Сибирском ханстве, это отнюдь не жертвы, это воинские сословия, которые очень часто имеют тарханские звания, как в Казанском ханстве. Это воины. Ни о какой там жертвенной позиции, ни о порабощенном состоянии здесь говорить вообще нельзя. Но и в Ногайской Орде, даже там, где башкирам по источникам было хуже всего, на самом деле башкиры были настолько самостоятельны, что независимо от хана, от Бия Исмаила, извините,
принимали российское подданство. То есть они себя рассматривали как политический субъект, который вправе сам приносить присягу независимо от своего сюзерена. Однако ситуация резко изменилась, когда в Сибирь при поддержке бухарского хана Абдуллы II вторгся Кучум-хан и заявил о намерении восстановить династию шибанидов. На его сторону перешла значительная часть сибирской знати и многие башкирские кланы, например, могущественные табынцы. Кучум – внук сибирского хана Ибрагима, убитого тайбугидами. К 1563 году после многолетней борьбы ему удалось захватить вилайет Тура и восстановить сибирское ханство. Тайбугидский князь Едигер и его брат Бекбулат были свергнуты и казнены. В принципе, хан Кучум был таким же легитимным правителем, как и представители другой династии. Современное отношение к Кучуму у сибирских татар, оно, в принципе, в общем положительное. Но чем это можно объяснить? Кучум – это уже не просто хан, так сказать, не просто исторический персонаж, это уже, так сказать, больше фольклорный персонаж. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба сибирского ханства и Башкирии, если бы не так называемое «сибирское взятие», то есть поход Ермака в начале 80-х годов XVI века и последовавшие за ним события. Обстоятельства сибирской экспедиции Ермака известны нам по большей части из русских летописей. Они составлялись по прошествии нескольких десятилетий, окутаны густым флером былинности и тенденциозны, ибо их авторы следовали определенной политической конъюнктуре. Поэтому современным исследователям сложно отделить историческую действительность от вымысла. Адекватной реконструкции событий также мешают идеологические клише отечественной историографии. Так, в некоторых изданиях утверждается, что Кучум был жестоким узурпатором, угнетавшим местное население, а потому Ермак был едва ли не освободителем Сибири от татаро-монгольского ига. Или что поход Ермака был актом справедливого возмездия за опустошительные набеги войск сибирского хана в Прикамье. Давайте разберем эти тезисы. После признания власти хана Кучума со стороны правительства Ивана IV в Сибири и на Урале возник статус-кво и установился долгожданный мир. Однако он оказался недолгим. Причиной нового вооруженного конфликта стали Строгановы. Строгановы – род промышленников, происходивший из соли Вычегодской. С XVIII века бароны и графы Российской империи. В 1558 году получили жалованную грамоту царя Ивана IV на земли в Прикамье. Однако пожалованных земель им показалось мало, поэтому они стали захватывать земли у местного населения. Конечно, советской историографии пытались доказать, что Сибирь вошла полностью мирным путем. Конечно, это на самом деле не так. И работы современных наших российских историков, в первую очередь живущих в Сибири, достаточно убедительно показали, что было очень много тяжелых, кровавых столкновений, гибели большого количества людей с той и с другой стороны. И в некоторых случаях русские служилые люди вели себя очень даже жестоко по отношению к захваченным в плен людям или вот к этим народам. В 1581 году произошло серьезное нападение на Чердынский и Соликамский уезды. Историк Николай Карамзин писал: «Князь Пилымский с вагуличами и остяками, сибирскими татарами и башкирцами нечаянно напал на берега Камы, выжег, истребил селения близ Чердыни, Усолья и новых крепостей Строгановых». Чердынский воевода Василий Пелепелицын выговаривал Строгановым за этот набег: «И то сделалось вашу изменою. Вы вагуличей и ватяков и пилымцев от нашего жалования отвели, и их задирали и войною на них приходили. Да тем задором с сибирским салтаном ссорили нас, а волжских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои остроги без нашего указу». Под волжскими атаманами чердынский воевода подразумевал Ермака и его соратников, которых наняли Строгановы. Для интерпретации деятельности Ермака достаточно знать такой факт, что Иван Грозный, когда узнал, что Ермак напал на сибирское ханство, был очень разгневан. То есть он его действия оценил как незаконные.
могущие привести к нежелательным последствиям. Вот этого факта достаточно, что Ермак действовал просто как, если говорить своими словами, разбойник, который был нанят Строгановыми. Осенью 1582 года Ермак со своим отрядом вторгся в пределы Сибирского ханства. Историк Николай Карамзин писал: «Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу. Также горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями». Мифология сибирского взятия наиболее ярко отражена в картине Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Во-первых, спорно само название полотна, ведь Ермак, как мы увидим далее, не смог покорить Сибирь. А во-вторых, имеются противоречия исторического характера. Такого количества огнестрельного оружия казаков было, не как на картине. Это картина поздняя, это некое представление о том, что прогресс цивилизации побеждает дикость, варварство. Да? Хотя Суриков пытался показать этот процесс как некая такая динамика, трагическая динамика. И защитное вооружение казаков и народов Сибири было примерно одинаковым. Это прежняя ордынская традиция. Силы были равны, и исход был всегда неоднозначен, потому что боевые действия шли-то очень долго. В летописях прямо говорится, что хан Кучум имел собственную артиллерию. Уже только потому сибиряки не соответствовали образу дикарей, впервые увидевших огнестрельное оружие, как писал Карамзин. Почему же Ермак сумел одержать несколько побед в начале военной кампании? Очевидно, численность отряда Ермака была значительно выше принятой во многих изданиях цифры 840 человек. Согласно ремезовской летописи, общее число его казаков составляло более 3000 человек. У Кучума, с учетом общей численности населения Сибирского ханства, воинов было лишь немногим больше. Успеху казаков также способствовали внезапность их появления, а также то, что ударная часть сибирского войска во главе с сыном Кучума, царевичем Али, в момент вторжения Ермака отсутствовала, так как ушла в очередной набег на владение Строгановых в Прикамье. Еще одна составляющая успеха Ермака заключалась в том, что казаки, двигавшиеся на стругах по водным артериям, были практически неуязвимы для конницы Кучума. Они внезапно появлялись у стен сибирских городков и захватывали их. Однако в ходе сухопутных сражений казаки потеряли почти весь личный состав, а сам Ермак погиб в 1585 году. Дореволюционные историки, не отягощенные политкорректностью, часто сравнивали Ермака с завоевателем Мексики Эрнаном Кортесом или с Франциско Писарро, покорителем Перу. Так Карамзин писал: «Российский Пизарро, не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества, шел воевать Кучумову державу». Те, кто сегодня пытается в Тюменской области возвести Ермака в ранг героя, несмотря на негативные к нему отношения со стороны коренного населения, находятся в плену конкистадорского мифа о сибирском взятии. Сами того не понимая, эти люди проводят аналогию между испанским колониализмом, погубившим миллионы индейцев, и восточной политикой России, что, конечно же, абсолютно неверно. Как видим, Ермак не был завоевателем Сибири. Он утонул в Иртыше, спасаясь бегством от преследовавших его воинов Кучума. Присоединение края состоялось позднее, и совершили это совсем другие люди, вернее, непреодолимая сила вещей и историческая предопределенность. Ермак в 1582 году, когда он пришел в Сибирь, это был, можно сказать, разбойничий набег. Это не была такая акция, акция открытия Сибири. К сожалению, погибло очень много сибирских татар. И очень жестоко расправлялись с непокорными, сподвижники Ермака. И поэтому память, до сих пор жива об этих событиях. И любые упоминания о Ермаке, они вызывают такую негативную реакцию у сибирских татар. Хану Кучуму, уничтожившему экспедицию Ермака, недолго пришлось почивать на лаврах победителя. В сибирский юрт вторгся сын убитого им Тайбугида Бекбулата, Сейдяк или Сеид Ахмед, и старая вендетта вспыхнула вновь.
Он привел с собой казахский отряд, с помощью которого нанес ослабленным силам Кучума поражение и захватил столицу ханства Искер. Однако он также не смог удержаться у власти. В Сибири уже находились русские воеводы с многочисленными отрядами служилых людей. Сиидяк и казахский султан Урас Мухаммед были приглашены на пир, вероломно схвачены и отправлены в Москву. На этом история сибирского ханства закончилась. Тем не менее, бывший сибирский хан еще 15 лет продолжал свою отчаянную, но безнадежную борьбу, по-прежнему гордо именуя себя «вольный человек Кучум-царь». Но мы все знаем известную песню «Кучум, презренный царь Сибири». Почему он презренный? Он был легитимный, любим своим народом, мужественный, непреклонный борец. И в памяти народа он был и должен оставаться положительным героем. Ну а кто говорит, что он был узурпатором, наводит тень на плетень, чтобы запутать историю, чтобы как-то дискредитировать Кучума, его героическую борьбу. Надо помнить, что Кучум, где-то ему было лет под 80, или может даже больше, совершенно больной, слепой, глухой, продолжал борьбу. Это же герой. Башкиры ряда зауральских кланов поддерживали своего сюзерена до самой его смерти в 1601 году. Затем они стали сторонниками его сыновей и внуков. Не случайно казахский историк и просветитель Чокан Валиханов писал: «Во всех преданиях киргизских Кучум есть хан башкирский». В 1662 году вспыхнуло башкирское восстание, к которому присоединились народности Сибири. Правнук Кучума, царевич Кучук, был провозглашен ханом Башкирии. Восставшие поставили целью реставрацию сибирского ханства. Они провозглашали: «Быть себе царством, как было при Кучуме-царе, и Тобольск взять, и служилых людей побить», и договорились на том, чтобы царевичу Кучумову быть в Тобольске и владеть ему всею Сибирью. Таким образом, даже через 60 лет после гибели Кучум представлялся народу законным монархом. Средневековая история Башкортостана немыслима без шибанидов и сибирского ханства. Также нельзя понять процесс вхождения Башкирии в состав Московского царства без фигуры хана Кучума. А если вести речь о героической эпохе башкирских восстаний 17-18 веков, исключив из нее Кучумовичей, значит искажать историческую действительность. Достаточно сказать, что из этой династии происходил последний башкирский хан Давлет-Гирей по прозвищу Карасакал, один из вождей башкирского восстания 1735-1740 годов. Его кровавое подавление завершило длительный процесс интеграции Башкирии в состав Российской империи и ознаменовало переход в новую историческую фазу, где уже не было места ханам, беям, тарханам, оставшимся только в богатырских эпосах.